В самом разгаре рейтинговое онлайн-голосование за общественные территории для благоустройства в 2025 году. В Малгобекском районе выбирают из двух улиц. Первая – Аушева в сельском поселении Южная, протяженностью 1200 метров. Жители давно жалуются на состояние этой дороги. Магомед Илиев живет здесь 30 лет, знает о всех неудобствах не понаслышке. Говорит, с наступлением лета снова будет много пыли и грязи. Жак Абулап ос хамдядат из южтавы муслим Белорус хамдат ос да хакла условий хамдядат улиц. Это центральный ультер, Аушу ультер, школер автобус дел улстол. Рашид Илиев согласен со своим соседом. Дорога оставляет желать лучшего. В первую очередь это приносит неудобства родителям. Детей здесь много. Все они после уроков играют на улице, и даже плохая погода их не останавливает. Скоро здесь откроется и новая школа на более чем 300 мест. Хотелось бы, чтобы подъехать к ней можно было без препятствий, говорит житель. Почти حقيقة جود مديس ناها جانيوال شكو بيرشت особенно зимний период и хыл беден что ашбах табах хотхул синцхул асфальде освещение халчан сухатшли хамешатсыр уюрт чоды кодырк. Вторая территория, которая участвует в голосовании, это улица Центральная в Зязиков-Юрте протяженностью 1440 метров. Всего за оба объекта проголосовало более 3000 человек. В этом селении жителей больше, соответственно, и голосуют за Центральную активнее. В этом есть и заслуга местной 26-й школы. Педагогический состав сделал все, чтобы родители учеников посодействовали преобразованию улицы, на которой располагается школа. Когда погодные условия не очень хорошие у нас, и для транспорта такие же условия, это и износ автомобиля, и много-много других проблем. Нам бы тоже хотелось, чтобы наши дети ходили по чистым улицам, асфальтированным улицам. Программа формирования комфортной городской среды предназначена для городов, поэтому в районах и сельских поселениях благоустраивают только одну территорию в год. Глава администрации селения надеется, что их улица выиграет по итогам голосования. Население очень обрадовалось, что наша улица участвует в данном голосовании и активно принялись голосовать за данную улицу. Центральная пересекает со школьной. В информировании населения о реализации программы и о возможности голосования активное участие принимают и волонтеры. В их рядах Адамас Мурзиев. Он объясняет жителям, как проголосовать. Для этого есть два способа – через госуслуги и по номеру телефона через специальное приложение, доступ к которому есть только у волонтера. Отдав ему свои контактные данные, житель получает 4-значный код. Его вводят в систему. После можно увидеть объекты, за которые нужно проголосовать. Согласен на обработку данных. И две территории нам выходят. Зязиково центральная и улица. Вы голосуете за улицу Центральная в Зязиково-Юрте. Вот данная улица. На сегодняшний день проголосовало 2773 человека за данную улицу, за благоустройство. Да, проголосовали. Все, спасибо большое, вы успешно проголосовали. Эти две улицы были выбраны не случайно. Исходя из обращений жителей, в течение года была сформирована база. Также главы сельских поселений, депутаты, они стараются выбирать то сельское поселение и ту территорию, которая будет важнее и значимее для жителей. Всего в Малгобекском районе с 2019 года благоустроили 13 общественных территорий. Это стало возможным благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, который входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Он инициирован президентом страны. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.